лежали, и загружать нас было. И вот этот лагерь мы рядом держали. И каждый день разгружали уголь. Ходили. Когда. А потом партизаны же, не партизаны, а случилось так, что этот Львович вернул поезд, на котором мины были заминированы. И сгорел этот лагерь, все, их в другое место перевели. Так, ну, короче, они все равно на работы эти они приходили, гоняли. Ну, а потом стали уже запахло тем, что двигается назад. Нужно было вывозить. Поймали. Мама с Леной сбежали. Лену поймали и вернули в лагерь. А мама уже сбежала. И вот идет она, ее цапли на мосту через Вислу, возле Вязки. А там Висла. Мама ж не рассказала, за что она в этом концлагере была. Потом уже дело пахнет табаком. Уже еще неизвестно, что с ними поступит, и стали как бы не доверять. Мы выползли через вот, и мама меня забрала от хороших сестер. И среди бункеров этих такая охрана была, выползли. И в 211-й отряд попали. Ну, мама знала все это. Приняли нас и заботились о нас. И жили мы сразу, нас поселили там в лесу, в земляночке, в которой всегда отдыхали партизаны, которые шли на железку и возвращались в железку. И тут и продукты были для них. Ну, все это было спрятано. Ну, а потом вот здесь уже мы попали в эту блокаду. Да, весеннюю блокаду еще. Но нам повезло, какие немцы бывают. У нас не было по нашему направлению. Не было у солдат ни собак. И, видно, не гестаповцы были, а простые такие солдаты шли. Они тоже боялись за свою жизнь. И вот бежим мы, а за нами стрельба, там, ой, лай собак раздается. Не по пятам это все было, а раздавалось в лесу, это было слышно. И вот пока под какую вершинку мы не хотим нырнуть поваленного дерева, не удается нам, потому что там обязательно кто-то лежит вот с автоматом, автомат лежит тут, и он занят, прям дальше. Ну и мы бежали, и в конце концов засунулись под некое дерево. И через какое-то время, ну, может, час, может, полтора, идет эта цепь. Но собак не слышно, ничего не слышно. И под нашу вершинку тоже они не залезли. Ну, видно, рядовые такие солдаты, не гестаповцы, обыкновенные, не прошли мимо нас. А мы лежим. Халабрига, это уже, почти растаяло. Снегу нигде не было, под вершинками только было снег. Как весной ранней. Много его не было. Лежим мы уже день же короткий, и потом ночью слышим, отряд прорывался где-то здесь близко. И в той стороне, откуда мы бежали. Господи, стрелянина, взрывы. И это минут 20. Все, и закончилось. Это, например, в эту сторону. А потом в эту сторону слышим, трещит. Мы сразу определили, мама определила, что это горят, деревня горит, там Бозок. Мы почти на опушке леса, ближе к Бозоку, к деревне. Там сожгли людей, согнали в дома и сожгли всю деревню и дома. Вот мы слышали это все. А тогда уже, нашу землянку, мы вернулись сюда, нашу землянку, нари. Какие-то шмотки там остались, их положили под нари деревянные. Сожгли эти шмотки, и нари прогорели, вот так свалились. А мы там жили, потому что, которые шли на железную дорогу, мы там прятали где-то в стах или где продукты для них. Для них это зона отдыха была. Выкладывали всякие сигнальные, чтобы они знали, что в землянке все в порядке. И нас тогда перевели в лагерь под Липенем, гражданский. Был гражданский. Уже тут вот-вот придут освободители. Это было так близко, возле Липеня, что мы слышали, как бишлеровцы разговаривают между собой, лаются, как коровы мычат. Вот однажды маму велели прийти в отряд. Мама идет в отряд,
А это было уже ягодки. И мама идет, и такая маленькая ягодки наклонилась, собирает, поднимает голову, стоит над ней немец с автоматом. Она тут обомлела. Оказывается, это был Марк Нико. Ну, не бойтесь, не сужайте. А мама Марка этого маленько знала, потому что папа учителем одно время только работал в Липине, прежде чем ехать. Он уже заочно учил. Ну и пошли они с Марком. А мне сердце выскакивает в случае. Приходим, идем уже к штабу, Марк уже знает, где это все. И тут слышу: тетя Саша! Я остолбенела. Пригляделась Леня Шалимов, а его забросили сюда для организации там чего-то, объединения сил или чего. А он начал войну в каком-то городе, где памятник Суворову стоит в Беларуси. Вот в этом городе он окончил до войны Ульяновское военное училище, отделение связи. Учился очень хорошо, разумный был хлопец. Шалимов Леня, Лизин сын от первого брака. Ну, он уже, тогда уже его сюда забросили. Ну, когда освободили Беларусь. Короче, он войну закончил в Париже. Это тоже случайно, я знаю. Он говорит, вот там настолько все просто, общение даже рядового солдата генералом. Просто вот как друзья. Пили виски. Ну, я тогда была, это вот отдельное он, знаешь, скажет. Не то, что садился, рассказывал. А вот к нам он всегда вино приходил выпить домашнее, когда приезжал проведывать родителей. Он дружил и с папой, и с мамой. И вот он войну. И только единственное, вот я помню, что он прошел все подземные коммуникации Кракова. Ну, а потом, я же не спрашивала, он мне рассказывал. И пришли на эту пристань. Мама нас как раз пароходик стоит в барже. Понимаешь, все зависит от людей, как ведут себя. Мама побежала, ну, значит, знала, где селение есть, а документы она взяла. Богомазова зима, мать растерялась, бо хлопчик пропал 8 километров границы, не 8, мы к 8, от 8 границ, от границы жили. А Богомазовы жили в 3 километрах от границы, в Гайновске. Отец пограничный был. А хлопец сразу пошел воевать, младший ее. Ну, мать растерялась, и документов не взяла, ничего. Отправились в машину, пригнали, заставили, и отправились. Это что я? Да. И тут мама прибегает, приносит кусок хлеба, по куску хлеба и молока. И вот пароходик, она уже заранее с парохода договорилась, что их возьмут на баржу. Это нас возьмут. И мы уже на эту баржу зашли. У нас ничего нет, но уже мы, покушавши молока этого хлеба, поели. И тут налетают 2 самолета немецкие. И вот кружится. А мы стоим на этой большой, не нагруженная ничем она. Только большая такая куча, ну, веревки такие толстые, лежит закручена. Они несколько раз нас облетели. Я смотрю, что это солнышко, вот так, руками. И вижу лицо, вот прямо лицо, я и теперь это лицо помню. Летчика. Вижу его. Я ему еще рукой, может, помахала, потому что самолетов не было. Мне кажется, я помахала рукой. И они улетели. Значит, повезло на хороших людей встретиться тогда. Они могли, если бы негодяи какие-то были, они все равно разбомбили. Хоть и видели, что там нет вооружения никакого. Вот стоят дети, женщина, и груза такого никакого подозрительного нет. Они же могли запросто разбомбиться. Так что это тоже называется повезло. Лицо помню, даже этого летчика. Они несколько раз облетели. Вот так. Низко, очень низко, что я запомнила его лицо даже. Как мы уже с этой пароходика сошли мы? Когда мы сошли, ничего не помню. Как мы шли? Уже до Осиповича, уже пешком мы шли сюда. Пришли в Осиповичи, в Осиповичах никого не оказалось. Мы догадались и пошли. Ни одного человека не встретили. Пошли в Татарку. Они там, может, в Татарке убежим. И тут же на завтра, может быть, или, ну, на завтра, по-моему, или через 2 дня. С этого рукава, который идет мимо хаты этих Лёлевых. Приехали на мотоциклах немцы. Ну, сколько там было? Ну, 15-20 с колясками. Мотоциклисты и коляски. Здесь проехали, и видно, по поселку проехали и возвращались назад. А мы стоим на огороде. Настя, дальше что-то там еще, Федя, значит, ее, ну, эти все
Лёли и мы стоим на огороде, глядим, и они на нас поглядели, и, глядели и ехали. Кто в коляске сидел, на нас позирали. И потом, видно, проехали по всему поселку, и возвратились назад, и поехали по рукаву на это магистральное шоссе. А сколько их было? 15 колясок этих, с колясками мотоциклов, или больше. Проверили, тут никого не надо, и никого не чапали. Могли бы стоять эти, не до человеки, с автоматом перестрелять. А нас там много было. У тети Христи 4 детей. Тетя Христи, может, Сергея не было тогда, может, не стоял с нами на огороде. Настиных, Шалимиха, Зоя, Настины одну тетю. Мне 2 родился. Уже татарки. Мы могли заскочить, правда, по рассказам людей, потому что негодяи были. А это просто люди, несчастные, как и все. И назад поехали. Никакого выстрела, ничего. Коля уже такой пижон был. Красивый хлопец, танцевал, играл на гармонику. Там с кем-то задрался, с каким-то полицаем. И посадили его в крепость Бобруйску. А потом с этой крепости гнали их. Убеженцы всех арестованных. И пригнали их в Пуховичи. И там еще парень был из Заселечья, его ровесник. Парень тот все время: уйдем. Охрана небольшая. Уйдем. А Коля ни в какую. Значит, подтянул что-то. А такой парень, знаешь, разворотливый был. И в конце концов не согласился уйти. Сбежать. А вот запросто было можно сбежать оттуда с этой толпы, которые гнали. Вообще люди, иногда страх их обуяет, они не могут решать никаких проблем важных. Тот парень говорит: ты знаешь, Коля, что? Я ухожу. Не хочешь уходить? А я один. И ушел. Сбежал. Вот это он и рассказывал. А их загнали под Пуховичами в некую хату, там деревня или что было, тетя Христя была там, ходила и рассказывала, но я забыла. Забили окна, двери, сожгли. А парень этот остался живой. Вот я не мог его вырвать. Ни за что. Пойдем. Вот так, значит, не судьба ему спастись была. Или брат маме, Василий, охотник, рыболов. Вот такой, он ни минуты свободного времени не было. Там что-то поспорили с соседом, паном Поляком. И поляки пришли. И он написал заявление на Василия, на маминого брата. И его арестовали. И арестовали его дядьку Василия, значит, брата дедушки. И посадили Осиповича в тюрьму. Уже Василий, так как он был охотник, неизвестно, мама говорит, неизвестно, когда он спал, когда он отдыхал, и рыболов, и охотник, и дома все девчонки пахал как следует днями, а ночью тоже не спал. Ходил на охоту, такой он любитель был. Он обнаружил, что там с Осиповичской тюрьмы можно было сбежать от поляков. И дядьку предложил, сыном его очень батька. И ни за что. Василий говорит: я не хочешь, ты, дядька, я один, а я буду кричать, я не пущу тебя. И так едут. И везли их не на поезде, а на повозках поляки. Василий начал им баять. И про охоту рассказывал. И говорит: давай заедем, мы ж едем мимо почти. Заедем к моим, у меня там такие красивые сестры, девушки, действительно красивые были девки. Они согласились заехать. А тут сразу уже заехали за Заселечье, тут что накрыли, все, и Василий исчез. Отсюда утек. Вот так. Там поляки эти бегали, искали, грозили, вплоть до того, что расстреляем вас всех. Поехали во Свояси, в Бобруйск, и завезли этого дядьку Симона, Прусиного батьку, и в крепость Бобруйскую. И там расстреляли. Там стреляли их всех. А дядька, уже мой Василий, где-то в лесах прячется здесь. И тут его уже наступают красные. И тут его ловят красные. Спрашивают: как ты, что ты бодаешься? Он рассказывает, что вот сбежал. Они его уводят в списки, как красноармейца, вооружают и уже робят солдат Красной армии. И, значит, робят. А он взял и утек и от них.
вернулся в Засевечье и живет. И потом в каком-то году, может в 60-м, может в 70-м, когда начали вспоминать тех, которые боролись за советскую в списке юных солдат, ему дали пенсию замечательную, не пытаючись его быть партийным, только 3 дня там был. И прожил он, наверное, больше 95 лет. Случаи, счастливые случаи его. А потом освободили уже и солдаты там с Татарки, Засевечье, какая-то часть проходила, какая-то отдыхала. Солдат напился, и стрелял. А у его мальчишечка был 5,5 лет, Вова Владимир. Пуля попала ему в живот. Точно так же и была у мамы Анетта, двоюродная сестра, да, мамина, да, по дедушке. Красавица. Она училась в Бобруйской школе. Ну, эту школу сразу началась война, их сразу, ну, сколько это было? Тогда с 9 средним образованием считалось 9 классов. Но она, видно, после 7-го поступала в это училище. Медучилище принимали Бобруйское. И сразу этих девочек, детей этих всех, и на фронт. Определили в воинскую часть. Она в составе какой-то воинской части попала в плен. Потом они бежали с плена. Большая группа. И она прошла эту войну, будучи медсестрой. Уже их всех пораспределили. И, по-моему, ни ранений, ничего не было. Ну и потом уже отступали немцы. И часть шла мимо, ну, по Осипольскому району. И ей дали 3 суток посетить родственников, да, как близко. Уже все мимо идут, мимо хаты. Да, ну тут девочки встретили, а там хата была, может, десяток или такая маленькая деревушка под Бобруйском. Километров 14, так, от Бобруйска. Я там была. Ручей такой красивый. Ну, ты знаешь, сказочное место. А я была студенткой, и дядей, и тоже уже этой Анеты племянница. Она у нас тогда жила, тут уже в Осиповичах между она робила, я забыла. Она пригласила меня туда. Так там все, а я уже студенткой была, вся эта деревенька, старушки соберутся и рассказывают, как тебе учиться у Минске, как там люди живут. И так уже слушают, вот как, понимаешь, как какие-то ангелы вот люди. И слушали так. Ну, значит, дали ей 3 дня. Ну, девки тут обрадовались, тоже ей встречи. Ну, куда пойдешь? Пошли в лесу ягоды. И собирали землянику. И тут откуда-то выстрел летит, пуля и попадает ей в глаз. Ну, и была она в Одессе, там же знаменитый. Ну, воспалительный процесс уже начался, вытек 2-й глаз. И она стала слепой. Такой дикий случай произошел. А кто стрелял? Или пьяный, вот как ранил этого Вову маленького, напився, стрелял, или кто-то обстреливался, яким уже немец обстреливал. Ну, а когда мы в Татарку пришли, когда немцы эти, мы видели немцев на мотоциклах, пошли в Горошу. Брат Василь был охотник у мамы. У него всегда и глушил рыбы, всегда динамит, все было. А мама его крала и уже хлопцам давала по кусочку выпросят. А они уже на камень положат, и стукнут, и выгонят, получается. Ну, как к чему я это вспомнила. Ну, короче, она имела пристрастие. Благодаря вот тем, что она очень дружила с братом, с Василием, к оружию, ко всему этому. Ну, и пошли они в Горошу посмотреть, что там такое. Военные же городки, там оружие, сколько хочешь. И вот они съели, накопали всякого оружия, наховали его. Потом уже попавший партизанский отряд приходили и забрали это оружие партизанам. А я их провожала так по этому рукаву татарковскому. И тут слышим самолет, как полетит. Мы оглядываемся и видим, слышим выстрел, и видим купол белый спускается. И тут застрочил пулемет или что там у них. Этот купол сворачивает. Так, это уже было где-то уже начало июля, что ли. В июне ж война началась. Или нет, не было. 22 июня началась война. 25-го мы уже были под Минском, при бомбежке Минска. Ну, может, где-то в конце июня, в начале июля. Ой, так мы расстроились, а это был сбит наш самолетик. Это было далеко, на лес. Хайда сбил самолет, это немец. И полетел дальше. Ну что тебе, человека? Так он застрочил еще. И попал в купол, пробил купол, парашют. Так я плакала, жалко было. Оружие,
как хлопчики все. А потом уже, будучи в партизанском отряде, ходили с партизанами и забрали патроны, все там они. Это повезло. Вот шли же они мимо. Но видно, не гестаповцы, обыкновенные добрые люди шли, только самим остаться живым. И их никого не чапали. Прошли, и мы остались. А сколько человек выпороли, где шли с собаками, и гестаповцы какие-то. Выпороли из вершинок, из деревьев. Снежок еще где-то вот был, потом еще трескались, мама трескалась по земле до этой вершины. Вот, а тут с автоматом лежит с автоматом под выворотнем. Тут мама ищет место, занято. Такое было у нее. Потом уже против рассказывала, вспоминала. А отрастался, я думала, это, может, был настоящий должен быть. Ну, таких хотя бы час или что. Моментально. Ну вот моментально, 20 или 15 минут. Стрельба с разного оружия, все. И сражались они. Там все бегом делали. Ну, много пропало без вести. Не разведчики, а те, которые ходили на железку. Там был такой Семенюк. Он родом с этого, с Липеня, студент. И они ходили на железку. Здесь они останавливались в этой землянке. И тут еда была, что-то у них было. Мама знает, где-то спрятано все. И уже мама приблизительно знала, когда они приходят, там где-то знаки какие-то восстанавливала. Да, что-то я тоже хотела сказать. И вот во время этой блокады он исчез. Ни среди живых, ни среди мертвых его не нашли. Погиб неизвестно при каких условиях. Потому что они имели право не присоединяться к отряду, а должны были самостоятельно спасаться. И исчез этот парень. Веселый все время. Как приходит, ой, почему я такой старый? Что бы я был? Такой, как ты, я потом стал взрослым, женился бы на тебе. Или, ой, какая девочка красивая. Всегда вот такой разговорчивый. Бывали и неудачи. Там несколько составов стояло на Могилевском парке. И там был концлагерь, в котором мама с Леней сидели. А концлагерь этот был, нужно было разгружать и нагружать уголь. Тогда же почти все вручную было в углярке. Поставили 2 человека и высыпал уголь. Или наоборот. И вдруг все начинает там греметь, рваться. Ну так это тут осиповицкие хлопцы подложили, прилепили мины. И они взорвались, а Крылович приперли их на Могилевский парк поезд. Он не вперед поехал, а вернулся сюда, в Осиповичи. Вот так мы его повесили немцы потом. Сам он растерялся и не сбежал. Но он, наверное, не знал, что прилепили мины. Партизаны. А по дорогам же день и ночь ходили эти немцы, патрулировали. Так ради чего они патрулировали? Конечно же, все это было. Дальше из деревень молодежь, чтобы патрулировали. Тоже всю эти лесные дороги, железные дороги, все патрулировали эти молодежь, заставляли их. Все это было. Те же дети, которые жили близенько возле железной дороги, бегали к составам, и немцы им давали мне, и всем давали и хлеб, и конфету, ну что вы были, не кричали нам. Ну, люди, были обыкновенные люди, которых тоже горе постигло, как и нас. Это горе называлось фашизмом у них, а у нас коммунизмом, правда? Ну, а потом карательная вот экспедиция была. Мы жили по... Коммунистическая она называлась, еврейская хата Хархуиных была. Кругом горели деревни, а мама в это время поехала в Слуцк. А раз или 2 раза в неделю, 2 раза в неделю со Слуцка, значит, был поезд, где вагон был, где можно было проехать. И ездила туда менять краску, сахарин на капусту. Вот такой порой был это. Кругом деревни горели, гнали лошадей, то есть животных всяких. И это шло по Коммунистической улице, параллельно железной дороге. Мы со своей хаты все это видели. Эти пожарища кругом видели, горело. И потом гнали толпами людей. И Шура попала на наше озерище. Ее бы отправили в Германию. Но потом меду много дали немцам, начальнику Мейкому, полотна. И ее отпустили. Вот это страшное было. Все горело. Это блокады шли, всякие леса. Там эти
партизанов гоняли. Зарево кругом было. Это ж было. И мы с Леней, и мама крепко волновалась, и на целую неделю не могла выехать. Не было того вагона со старых дорог, и она пришла пешком, а капусту позже попросила людей, позже привезли. Ну, было все. Но, может, если спокойненько не было этого, и так много не осталось людей, и военных, и которые бежали от бомбежки и прочее. Может, такого не было. Вот. И ночами гнали этих людей, молодежь, которых потом отправили в Германию. Ну, шубы купили. Животных гнали, ну, коров, не свиней, не коней, а коров гнали. И мимо нашей хаты. Мы не ходили, я тебе не показала, где мы жили. Мы заняли ее, потому что главой города Гаранин оказался. Или как его другая фамилия. А они с папой учились в партшколе когда-то. Он увидел маму. И сейчас же ей дали работу. Она стала уборщицей его. Значит, карточкой трохи грошей. Гаранин это тоже, не знаю, по-моему, партизаны потом ушел. Было все, но не в такой мере, и не партия руководила. Партия не могла руководить. Воровали тоже, а мальчишки, так мы попрошайничали, а мальчишки даже сахар воровали. Семечки вовсю воровали, и я даже лазила окошечко семечки. Вот загружен полный вагон семечек. Не в мешках, ничего, а так. И пшеница. А вот я не знаю, сахар, это Леня воровал. Несколько раз приносил. Он в мешках был или не в мешках. А потом однажды, это вот когда итальянцы возвращались. Целый вагон. И чуть он от этого выскочил оттуда. Может, месяц он стал писаться. Чуть его бабки отличили. Так вот от этого он заскочил в вагон, а там трупы в шинелях, все, вот одетые, все. По всей вероятности итальянцы. Вот тогда итальянцы. И они там какое-то время они отказались, видно, поставлять своих солдат. Зима очень холодная была. Ну вот, наверное, 42-й год, потому что когда итальянцев отозвали оттуда, стали они бежать, это итальянцы стали, и, по-моему, правительство их отозвало много. И они ходили по хатам, ходили на садом, и ехали на фронт, они в шляпах, а с фронта, вот, мертвецы эти были в вагонах, без шляп, и говорили, что русские загнали, ехали в шляпу, вот это. Ну, они приходили, мы же близко вот в Железной Заводе жили, заходили погреться, там и все. Да, говорили, перья были здесь, а теперь здесь у нас. Русские загнали здесь в попу. Ну, а мы же каждому поезду бегали. А раненые, если везут раненых, то ли это немцы, то ли это итальянцы, нам очень хорошо давали всякой еды. Даже мед давали. Никто из этих, которых ехали на фронт, из фронта уже ранеными ехали, не обижал нас. Но однажды мальчишки сидели, вблизи, я не могу сказать, сколько это, может, 300 метров возле забора. И выстрелил немец, патрулировал все время парк. Минский, а там Могилевский был, где напротив депо. И пуля попала в мальчика. Звали его Цуг, дразнили. А Леню дразнили. Пиявка. У каждого кличка была. Вот какой-то, который патрулировал. И попал в него. Или взять этот полицай, которого перевезли из деревни в наш. И уже арестовали, меня выпустили и привели. Немец за ручку привел меня в эту хату, где мы жили, и потрос кулаком. Смотрите, на дорогу на Немиге. А как она называлась? Бог ее знает. Каменная, камнями выложенная. И в это время мы перед самым такой колонной, небольшущей, а немцев, которых вели на работу или на обед, или с работы. День ближе, который к нам был конвоир, такой толстый, крупный. Как он нас шатурнул, как мы летели через эту дорогу, взявшись за руки с валиком. Правда, не упали, стояли. Мне кажется, мы бежали бегом. Может быть, мы хотели билеты купить в кинотеатре «Беларусь».
спешили. Сообщили в этот лагерь, что можете выходить, партизанские, выходить по домам. Липинские все пошли в Липень. А мы ж не пойдем, у нас там никого нет, у нас только тетка Прося у Химном живет. Мы туда идем. Но уже вышли из лесу, потому что мы почти на самой опушке отряд этот был. Ну, топаем, солнечный, красивый день, дорожки там есть такие, ну, стежки. И вот слева от нас кусты, вот такие, как у нас вот здесь были кусты. И выходит оттуда немец с кустов. Высоко поднимает винтовку, руки вверх, винтовку и идет на нас. Мы уже поняли, что плену не сдавать. Ну, пойдем. И пошли в Химное. Пришли в Химное, зашли к тете, значит, тетце. Это она маме приходится, тетка Фрося или двоюродная сестра. Ну, немцы. И тут уже кушать, конечно, ни у тети не было ничего, ни у нас ничего. Мы не кушали. Можем мы к обеду пришли, можем мы попозже пришли. И немец тут сидит, фотографии свои нам с Леней показывает. Мы рассматриваем. Ну, объясняет, что из Нидерландов. Посоветовались с тетей. Ну, произвел он впечатление несчастного человека. Он такой высокий, красивый. И решили ночевать. Взяли одеяло, но и больше ничего. Может, клонок какой еды. Но главное, что забрали документ. Потому что я почему вот говорю, что вспоминаю, у этой Зины в Хайновке жили, рядом с заставой. И когда началось наступление немцев, застава вступила в бой. И мальчишка исчез, а им машину подали ехать. И мальчика нет, и мать растерялась. И не взяла даже документов. Как они нагоревали. Им удалось, довезли их до какой-то железнодорожной станции, посадили в поезд, а документов никаких нет. Мама взяла документы, деньги. Все это она взяла. Ну, а вещей не возьмешь никаких. Ну, может, да, говорили, что, может, в лесу придется заночевать. Не верили, что будем переть на восток, что будем без остановки мчаться. Значит, гражданский человек, и рядом с ним с райисполкома сидел с винтовкой. Человек как бы сопровождал. Машины шли почти впритык. Дороги очень плохие. Машины, если машина остановилась, что-то не поладилось в машине, 5, 10, 15 минут давали. Ведь вся колонна останавливалась. Если за каких-то 10-15 минут не исправлялась машина, ее сейчас же сталкивали, и колонна продолжала двигаться. Не случилось, нас бомбили ни разу, что вот самолеты нас бомбили во время этой поездки по этой проселочной такой вот дороге. Ну, естественно, не шоссейная эта дорога была. Единственное, что вот когда мы выехали из этого маленького, леса, низкорослого, болотистого, на открытое место к нам бежал, к этой колонне прибежал летчик. Такой расстроенный, растерзанный, вот, как вроде не в себе был парень. И рассказывает, что у нас самолет, ни один не поднялся самолет, потому что на поготове не было самолетов, какой-то жидкостью заливали, залиты самолеты были вместо бензина. Расстреляли все эти самолеты, и кто куда исчез, кто погиб на месте. Но он не в нашу машину, его взяли. Когда выехали с этого лесочка, прежде чем добраться до какой-то другой, мимо поехали, и там, может, где-то остановились, и люди рассказывали, что вот пахарь пахал на 2 лошадях, и летел немецкий самолет, и расстрелял этого пахаря вместе с этими лошадьми. А над нами шли самолеты, по три самолета. Шли и шли, шли и шли. Потом у какого-то, видно, зенитчика нервы упали, и стрельнул он. Один из 3 самолетов возвращается, сбрасывает бомбы. Бомбы эти попали не в то место, где мы лежали, или кто-то другой там лежал под кустиками, под деревьями. И нашу машину, много машин разбомбили, и нашу в том числе машину.
Значит, мы здесь пробежали до темна, а все самолеты летели на Минск и бомбили. Потом уже темнело, но мы собрались и пошли. И так все. Там очень много машин остановилось, очень много людей, беженцев с Запада было. И мы пошли по горящему Минску. Минск уже вечером не бомбили. И знаю, что мы шли мимо тюрьмы. Минск весь горел. Мама отделяется вместе с нами от тех, с кем мы ехали на машине. Райкомовские, райполкомовские, западники. И мама нас привела на какую-то речушке, на которой стоял пароходик и баржа. Как она это знала? Узнает, когда этот пароходик уходит и бежит в ближайшее селение. И приносит нам хлеба и молока. Мы впервые покушали, наверное, за это все время. Ну и в это время уже пароходик этот, не пароходик, а пароходик, собирается отправляться. Уже мама договорилась, что у нас мы заходим на эту баржу, и помню такой огромный скуток, не веревок, а что у них, трос или что там. И мы стоим на этой барже. Пароходик вот-вот должен отойти, тут появляются два немецких самолета. Несколько раз они обкружили, обсмотрели и улетели, не стали бомбить. Пешком пришли в Осиповичи. Пришли в Осиповичи ни одного человека. Мама догадалась, что они где-то из заселечи татарки пришли. Татарки остались у тети Христи. И, по-моему, на завтра или послезавтра затарахтели и появились мотоциклы по рукаву этому, который шоссейной дороги татарку идет. Мотоциклы были с колясками. Может, их 15, может их 20. А мы в это время стоим на огороде, и Настя, и Зоя, и Лиза, и Хрестины, и Валя, и Хрестя. И мы уже, наша семья, стоим и смотрим. Они проехали на переезд и поехали туда, на поселок. И через некоторое время они вернулись назад и снова поехали на эту дорогу, которая мимо проходит километрах 5. Вот так мы встречали немцев. Кур не хватали, не стреляли, не кричали. Немец за рулем и эти коляски. И мы стоим на огороде с этих христиан и позираем на них. Мы пошли туда жить. И через, наверное, может месяц, может недели две вернулась девушка. Она была падчерицей у хозяев. Ольга, по-моему, Саханкова ее звали. Мы там жили, пока не встретился дядечка, который работал когда-то вместе с папой. Гаранинов, по-моему, Гаранин. Его немцы поставили головой в гору. Он встретил, знал маму, и говорит, как, что, разговорились, как же ты? Я говорю, давай-ка иди ко мне на работу. Работа какая? Уборщик. Мама, естественно, согласилась, потому что там и уборщик платили, карточку дали. И потом еще он маме говорит, ты, может, еще кто-то из женщин вот так вот строить можно на работу, чтобы карточку и денег трохи давали. Мама там нашла Категорову, по-моему, маме западные пришли, тоже работали. Потом этот Гаранин. И нигде, ни в каких бумажках, нигде, ни в каких журналах, нигде при него сведений никаких нет. Вот же про Осиповича писали, а его не было.